С 0 часов 29 мая в Коми, в том числе и в Сосногорском районе, заработал первый этап снятия ограничений режима повышенной готовности. Такое решение принято на заседании Республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидситуация в республике соответствует всем основным показателям, на основании которых региону дается право снять некоторые ограничения. 29 мая разрешена будет работа. Вот что такое первый этап в полном объеме? Это сфера услуг, парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды, обуви, прачечные, химчистки. Также будет разрешена работа предприятий торговли непродовольственными товарами. При этом есть несколько условий. Первое условие. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Второе. Это обязательно наличие отдельного входа в магазин. Третье. Это ограничение нахождения людей в магазине. То есть не должно находиться людей больше, чем один человек на 4 квадратных метра. И, конечно же, наличие маски и перчаток. Действие всех остальных ограничительных мер, введенных ранее указом главы Республики Коми о режиме повышенной готовности, продлено до 17 июня включительно. Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для лиц, имеющих хронические заболевания. Рекомендации носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте также остается в силе. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Весна этого года принесла жителям Республики Коми и нашего Сосногорского района немало неприятных сюрпризов. Разумеется, главным из них стала эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая всю планету. Но и природа тоже внесла свой вклад в изменение привычного жизненного уклада северян. Избежать жертв, минимизировать материальные потери и оказать помощь пострадавшим удалось благодаря слаженной и профессиональной работе профильных ведомств. Так, например, ежегодной проблемой для населенных пунктов республики является паводок. В Республике Коми из-за мощного паводка сразу в нескольких районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались сразу 17 населенных пунктов Ухты, Усть-Куломского, Карткиросского, Сыктывдинского районов и окрестностей Сыктывкара. Было нарушено транспортное сообщение в Усть-Куломском, Троицко-Печорском и Ижемском районах. На Сосногорский район, в котором хоть и обошлось без введения режима ЧС, тоже существенно повлиял паводок. Подтопленными оказались 33 дома в Пожне, Керках и Усть-Ухте. Как говорят местные жители, такого разлива рек они не видели уже почти 30 лет. В этом году поднялась вода больше, чем в прошлом году. Такой паводок был у нас в 1992 году. В прошлом году он был до забора у нас, а в этом году у нас затопило крыльцо, в погребе там 5 сантиметров не дошла вода до пола, чтобы затопить пол. Конечно, мы переживали, ночь мы не спали. Все смотрели, меточки ставили, 5 миллиметров, сантиметр. Вода прибывала, конечно, быстро, очень быстро. Неудобство, конечно, не составило. Цветы у меня унесло. У кого-то там, может быть, дрова тут плыли. Соседи дрова свои спасали, как могли. Специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям проводили работу с жителями сельских населенных пунктов как накануне половодья, так и в период паводка. В числе мероприятий – создание пунктов временного размещения граждан, временный демонтаж, а затем и восстановление подвесного моста в Усть-Ухте и многое другое. Проводилось мероприятие по оповещению населения через письма с уведомлением. Также у нас выезжала в период половодья оперативная группа с целью оповещения граждан, что они попадают в зону подтопления весенним половодьем. Также на территории у нас муниципального района Сосногорска проверены были все водопропускные трубы с целью хорошего пропуска воды. Еще одним происшествием, из-за которого в Сосногорске даже пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации, стал пожар в 34-м доме по улице Ленина. Огнем уничтожена не только кровля, но и квартиры верхних этажей. Поэтому здание восстановлению не подлежит. Подавляющее большинство квартир в этом доме находится в собственности жителей. Независимо от формы владения, местные власти оказали всем, кому это необходимо, правовую и организационную помощь, а также предоставили временное жилье из маневренного фонда. Добавим, что маневренным такое жилье называется не случайно. Оно используется муниципалитетом для решения жилищного вопроса всех, кто пострадал от природных явлений, пожаров или иных происшествий.
Квартиры маневренного фонда расположены в нескольких домах Сосногорска. Большая часть из них передана газовиками в муниципалитет после капитального ремонта. Пострадавшим гражданам жилого дома по улице Ленина, дом 34, были предложены маневренные жилые помещения для временного проживания. 4 семьи согласились на данные жилые помещения. Ключи граждане получили в день обращения. Остальные жильцы данного дома не воспользовались правом получения маневренного жилого помещения, но в любое время могут обратиться в комитет по управлению имуществом с заявлением, и жилое помещение будет предоставлено в короткие сроки. Стоит отметить, что пострадавшие как от половодья, так и от пожара получат материальную помощь из резервного фонда администрации. Жильцы всех 14 квартир сгоревшего дома и жители 12 домов, пострадавших от паводка, уже подали заявление на эту меру поддержки. Единовременная помощь выдается на каждого члена семьи. Граждане, пострадавшие в результате половодья, а также пожара, могут обратиться в адрес комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального района Сосногорск через управление по делам ГУЧС с целью оказания материальной помощи. В дальнейшем комиссия рассматривает данный вопрос и принимает решение. Пожар – один из самых страшных не только бытовых, но и природных катаклизмов. С целью предотвращения возгораний и уменьшения ущерба от них в Республике Коми ежегодно в конце весны вводится особый противопожарный режим. В Сосногорском районе он начал действовать с 27 мая. Введен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других материалов. Запрещено проведение пожароопасных работ. Введен запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на территориях общего пользования, за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территории объектов общественного питания, с соблюдением всех обязательных требований пожарной безопасности. Специалисты напоминают, что относиться к требованиям особого противопожарного режима следует серьезно. Их нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафов в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Разумеется, речь идет о ситуациях без разрушительных последствий. Если же таковые будут, например, загорится лес, то обращаться придется уже к Уголовному кодексу. Елена Двужик, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Работы по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды вступили в активную фазу. Так, на площади имени Гагарина масштабная реконструкция сосредоточена на месте бывшего фонтана. После того, как он будет расчищен и разобран, асфальт здесь поменяют на брусчатку. Металлическое ограждение заменят на новое. Подрядная организация уже у нас выполнила работы по разборке стен чаши фонтана. В настоящее время ведутся работы по валке деревьев. Планируется обустроить на данном участке площадку из брусчатки. Устройство газона планируется. Будут установлены скамейки, урны. Изменится на площади и система освещения. На существующих опорах однорожковые светильники будут заменены на двухрожковые. А в сквере на месте бывшего фонтана и возле памятника Гагарину появятся дополнительные опоры освещения. Вся площадь будет также оснащена камерами видеонаблюдения. Учли мнение горожан и по ограждению автостоянки у здания управления образования и со стороны улицы Пушкина. Здесь уже подготовлены места под зеленые зоны с высадкой деревьев. Однако не все пожелания горожан по преображению площади удастся воплотить в жизнь. И на это есть объективные причины, говорят специалисты. Сразу хочется сказать, что восстановление фонтана не планируется, не будет. То есть это мероприятие довольно-таки дорогостоящее, порядка 3-4 миллионов рублей. Система водоснабжения фонтана, построенного в середине прошлого века, была организована по принципу самотека, и слив воды происходил непосредственно в канализационную сеть. Это подразумевает очень большие финансовые затраты муниципалитета на протяжении почти 3 месяцев эксплуатации фонтана. Устройство же нового фонтана с круговой системой водоснабжения, установкой новой насосной системы, включая и замену сети водоснабжения и канализации на самой площади, требует многомиллионных затрат. Это уже даже не реконструкция, а строительство нового объекта. Восстановить фонтан нереально. Из-за того, что лопнула чаша, началось давление на керамическую трубу наружных канализационных сетей, которые проходят именно под самим фонтаном. Из-за этого произошел пролом трубы, и на данный момент ведутся работы по аварийной перекачке через поверхность с использованием насосов.
Старожилы помнят, что раньше здесь был фонтан с медведями. Возможно, говорят специалисты, фигуры этих животных впишутся и в новую концепцию сквера. А взамен старого кустарника здесь будут высажены яблони. Не удастся обустроить на площади и игровую детскую площадку. Причина – большое количество подземных коммуникаций, отвечающих за жизнеобеспечение близлежащих домов. Тут идет основной трубопровод диаметром 200 наружных канализационных сетей, который обеспечивает отвод стоков от всего 2 кварталов. Это ограниченная улица Дзержинского, улица Ленина. И также 200 водопровод диаметром 200 водопроводных сетей, который также обеспечивает этот участок жилых домов. Установка детских площадок на инженерных коммуникациях недопустима. Требует соблюдения всех санитарных норм и учета охранных зон коммуникационных сетей. Но работы на этом не закончатся. Символ площади, чье имя она носит, памятник Гагарину, будет полностью отреставрирован. Мини-сквер, в котором установлен памятник, помимо дополнительных светильников, получит еще и отдельный вход в виде пешеходной дорожки со стороны площади. Напомним, этим летом в Сосногорском районе по федеральной программе формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут реконструированы 2 зоны отдыха. В прошлом году путем открытого голосования сосногорцы определили победителей. Ими стали площадь имени Гагарина и стелла в селе Усть-Ухта, на которой тоже уже активно ведутся работы. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорск продолжает преображаться благодаря усилиям горожан. Кто-то выходит на субботники в составе своих трудовых коллективов и приводит в порядок закрепленные за организациями территории. Так, например, Управление образования по традиции навело чистоту на улице Пушкина. А сотрудники отдела физкультуры и спорта убрались не только на стадионах, но и на прилегающих территориях. Чтобы всем было приятно заниматься спортом, тем более в такое сейчас сложное время, что люди сидят дома, а тут можно выйти на чистую площадку в хорошую теплую погоду. Просьба, конечно, к посещению наших площадок, уважаемые наши горожане, соблюдать хоть какие-то приличия чистоты, порядка на стадионах. Для этого есть у нас установлены мусорные баки. На каждой тренировочной площадке есть урны для мусора. Не надо раскидывать их по кустам и по всей территории спортивного комплекса. И большая просьба занимающихся на беговой дорожке. Не бегайте по самому краю, не кидайте щебенку на покрытие. Нам потом трудно их подметать, и вам же лучше бегать. С каждым годом появляется все больше горожан, которые готовы выйти на субботники по собственной инициативе. Причем не только в одиночку. К ним с удовольствием примыкают активные жители, которые хотят видеть свой город чистым. Так, например, сосногорка Анжела Ивкова со своими единомышленниками убрали несколько территорий, собрав 64 мешка мусора. О чем Анжела рассказала на своей странице в соцсети. В своем посте девушка призывает не останавливаться на достигнутом. Тем более, что управление ЖКХ оказывает содействие активистам, предоставляя уборочный инвентарь, а после уборки вывозит собранный мусор. Но есть в Сосногорске и те, кому общепринятые законы не писаны. Слишком часто в тех же соцсетях можно увидеть сообщения о несанкционированных свалках в лесных насаждениях, большая часть из которых – строительный мусор. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Сосногорск хочет обратиться конкретно к гражданам. Убедительно просим вас при заключении договоров с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ своих жилых помещений предусматривать в договорах талоны на вывозы строительного мусора на полигон, потому что недобросовестные подрядчики вывозят у нас данные отходы в лесополосы, образовывая этим несанкционированные свалки в черте городских поселений. Если вы стали свидетелем данного нарушения, просим незамедлительно обращаться в управление ЖКХ, мы будем привлекать данных граждан к административной ответственности. Управлению ЖКХ при выявлении таких несанкционированных свалок, к сожалению, приходится заключать договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора. А это дополнительные затраты из городского бюджета, которые могли бы быть направлены на благоустройство территорий, ремонт контейнерных площадок, дорожный ремонт и многое другое. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Кто из нас не мечтает, чтобы наши дворы были красивыми и ухоженными? Наверное, мечтают об этом очень и очень многие. Разница лишь в том, что кто-то делает это или тихо вздыхая у окна, или ругая власти за нерасторопность,
А кто-то берется за дело и притворяет свою мечту в жизнь. Как, например, жильцы дома номер 4Б по улице Лесной. Узнав о том, что на территории муниципалитета начала действовать программа по формированию комфортной городской среды, они сделали все от них зависящее, чтобы их двор включили в проект. Ну, не трудно было. Мы вообще-то последние принесли. Я вообще думала, все уже. Будем где-нибудь через годика-два. Но я прям вообще очень довольна. И соседи прям... Ну, нет слов. Конечно, все спрашивают, хотя уже все видно, что это будут делать дорогу. И все равно не верится им. Это дорогу будут делать? Я говорю, а что же еще? Конечно, дорогу. Сегодня работы во дворе этого дома идут полным ходом. Здесь полностью будет отремонтирован дворовый проезд в соответствии с современными требованиями. И если бы жители вовремя не проявили инициативу, то трудно себе даже представить, когда бы это все стало реальностью. Дворовой проезд является территорией, которая должна, согласно жилищного кодекса, содержаться за счет средств собственников. И то, что мы сейчас проводим ремонты во дворах, да, в этом году и в предыдущих тоже 2 годах, это только благодаря действующей федеральной программе, которая проводит эти ремонты. Это абсолютно бесплатно для собственников. То есть собственники на именно дворовые проезды, это тротуары, это освещение, это скамейки, это урны проводятся абсолютно бесплатно. Получается, что те, кто хотят что-то изменить в своем дворе в лучшую сторону, они вполне могут это сделать, не потратив при этом ни копейки. Такое благоустройство – это всего лишь награда за проявленную активность жителей. И таких в нашем городе уже немало. В этом году мы планируем закончить ремонт во всех оставшихся дворовых территориях. То есть мы работаем по тем заявкам, которые поступили в 2017 году. Ориентировочно это был август-сентябрь месяц. Приносили нам все документы. В 2018 году всего было 20 дворовых территорий. На этот год у нас запланировано на 12 дворовых территориях. Ориентировочно срок окончания работ – это где-то конец августа-сентябрь месяц. В этом году прием заявок на ремонт дворовых территорий продолжится. Управление ЖКХ, в свою очередь, готово оказать любую консультационную помощь, вплоть до пошаговой инструкции о том, как гражданам подать заявку. Провести общее собрание собственников, собрать пакет документов и обратиться в управление ЖКХ. Также они могут обратиться в управляющие организации, у них есть все документы, и потом прийти к нам, подать эти заявки. Август этого года. Повторим, начало приема заявок на следующий период начнется уже в августе. А это значит, что сейчас самое время обсудить с соседями будущее благоустройство вашего двора и оформить это в протокол. Всю исчерпывающую информацию можно получить по телефону 52065. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители, последний звонок – это одно из тех событий, что остается в памяти на всю жизнь. Этот год был необычным для всего мира. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, в том числе и в учебный процесс. Однако лишить выпускников праздника было бы неправильным, и поэтому в этом году традиционный последний звонок прозвучит в онлайн-формате. В этом году школу оканчивают 486 учеников 9 классов, и 20 из них получат аттестат с отличием. 205 сосногорцев выпускаются из 11 класса. В этом году наш район пополнится новыми медалистами. 16 золотых и 15 серебряных медалей – это настоящий драгоценный запас Сосногорского района. Дорогие ребята, вы стоите на пороге серьезных решений. Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все ваши планы и мечты. Никогда не забывайте тех, кто вложил в вас все свои силы и душу, ваших учителей и родителей. И помните, что старт вы получили в нашем любимом Сосногорском районе. Я надеюсь, что вы свяжете свою судьбу со своей малой родиной. Хочу пожелать всем выпускникам успешной сдачи экзаменов, свершения желаний и новых побед. И, конечно же, успешного поступления в техникум и высшие учебные заведения страны. Ярких вам впечатлений, здоровья, благополучия
и достижения всех намеченных целей. Будьте счастливы! Дорогие выпускники, примите поздравления с важным днем, днем завершения обучения в школе. В жизни всегда должно быть место празднику и чуду. Даже в сегодняшнее, очень трудное, непонятное, непредсказуемое время. То, что еще совсем недавно для всех нас было обычным и повседневным, обучение в школьных кабинетах, ежедневные встречи с одноклассниками, учителями превратилось в дефицит. Давайте постараемся, наши взрослые дети, уяснить главное, без чего не выжить, не потерять себя. Нет дефицита любви, нет дефицита добра. Будьте честными, порядочными, любите друг друга, своих родных, любите школу, учителей. Не остывайте в своих порывах, не отступайте перед трудностями, и вы будете счастливы. Впереди целая жизнь. Дорогие выпускники 9 класса, поздравляем вас с окончанием учебного года. Хотим вам пожелать удачи во всех ваших направлениях, любви близких и понимания, решительности и удачи во всех делах. Пусть после 9 класса вас ждет очень много событий, путешествий, стремлений и побед. Также мы вам желаем терпения и сил, и что было вами задумано, исполнится. Дорогие наши выпускники, я вас поздравляю с самым важным днем в жизни каждого человека, с днем последнего звонка. Дорогие наши выпускники, вы прощаетесь со школой. Пусть она навсегда останется в вашем сердце самым светлым, радостным воспоминанием. Пусть не все было гладко, но я надеюсь, что эти трудности только закалили вас. Я вам желаю сделать один из самых важных выборов в вашей жизни – правильно подойти к выбору профессии. Ведь любимая профессия делает человека счастливым, а нелюбимая – глубоко несчастным. Я надеюсь, что в выбранном вами жизненном пути вы будете встречать очень мало тернистых дорог. Я надеюсь, что вы достигнете самых высоких вершин. Ребята, в момент, когда вы стоите на пороге взрослости, хочу вам пожелать раскрыть крылья во всю их мощь, лететь смело, сильно, высоко и красиво. Пусть знания, полученные за партой, помогают, а школа пусть остается надежным тылом, куда всегда можно прийти за советом или поддержкой. Я хочу, чтобы мы научились воспринимать препятствия не как проблемы, а как увлекательное дело, найти решение которых – это будет интересная задача. Не теряйте из виду свою мечту, всегда следуйте за ней, не забывайте школу и своих учителей. Дорогие выпускники, поздравляю вас с последним звонком. Теперь вы стали взрослыми. Перед вами открыты новые пути. Мы думаем, что школа останется в вашей памяти самым добрым и радостным событием, хотя были и трудности. На уроках мы старались вам давать не только знания, но говорили о чести, о мужестве, о доброте, говорили о любви к родине. Вы стоите на пороге новой жизни. Пусть она будет у вас успешной. Дорогие выпускники, уважаемые родители, уважаемые коллеги, мне выпала большая честь и большая ответственность от имени классных руководителей всего района поздравить вас с праздником «Последний звонок». Русское слово «школа» восходит к латинскому слову «скале», что значит «лестница». И это действительно так. Шаг за шагом вы вместе со своими учителями, классными руководителями преодолевали ступени и поднимались все выше и выше, раскрывая свои духовные дары, познавали себя, общались опытом, знаниями.
11 ступенек, 11 лет позади. Они дали вам основы современных гуманитарных и естественных наук. Вы учились жить в коллективе, учились дружить, быть самостоятельными, толерантными, самокритичными. Мы, ваши классные руководители, надеемся, что эти нравственные ценности станут основой вашей самостоятельной, взрослой жизни. Дорогие выпускники, уважаемые родители, учителя и классные руководители выпускных классов от всей души поздравляют вас с праздником последнего звонка. Дорогие ребята, вы заслужили этот праздник. Мы любим вас, гордимся вами, беспокоимся за вас и желаем вам успехов на экзамене. Удачи тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи. Пусть знаний волшебный родник поможет решить все задачи. Пусть станет доступна мечта, исполнится море желаний. Пусть радует жизнь, красота, и найдено будет призвание. От имени всех родителей хочется поздравить наших детей с окончанием 11 класса. Подведены итоги учебного года. Впереди экзамены. 11 лет провели наши дети бок о бок, друг с другом. Теперь вас ждут новые горизонты. Желаем вам обрести себя, найти свое предназначение. Так или иначе, мы хотим, чтобы вы знали, что ваши родители вас поддержат. Желаем вам успешной сдачи экзаменов. Мы с вами. Мы вас верим. Дорогие учителя, вы строгие и ласковые, мудрые и чуткие, вели наших выпускников сквозь годы детства, вкладывали в каждого из них знания, частичку своего сердца, дарили свое человеческое тепло, свою любовь. Именно поэтому они все такие открытые, добрые, отзывчивые. Огромное вам спасибо за наших ребят, низкий вам поклон, за ваше умение, за ваше терпение, за то, что вы были хорошими наставниками для наших детей. Сегодня мы прощаемся со школой и хотели бы вынести особую благодарность нашим первым учителям. Именно благодаря вам зародился наш фильм, который длился целых 11 лет. Вы научили нас читать, писать, дружить, уважать. Столько сил и труда вы вложили в каждого из нас, столько нервов потратили, что просто невозможно подсчитать. Ваша душа полна добра и любви. Вы – настоящие педагоги, которые преданы своему делу. Мы хотим пожелать вам только благодарных и старательных учеников. Сегодня нам немного грустно от того, что мы уходим из стен родных школ. Но все когда-то заканчивается. Мы выросли и должны идти дальше. И каждый из нас верит в то, что рядом с нами всегда будет ласковый взгляд мамы и мудрый совет отца. Дорогие родители, мы признательны вам за все то, что вы вложили в нас и продолжаете вкладывать по сей день. За то, что вы поддерживали нас даже в самые сложные моменты жизни. И за то, что всегда, сколько бы лет нам не было, вы относитесь к нам с такой же нежностью, как будто мы до сих пор маленькие дети. Мы очень вас любим. Дорогие друзья, от имени директоров общеобразовательных школ Сосногорского района разрешите поздравить вас с праздником последнего школьного звонка. Уважаемые педагоги, спасибо за ваш созидательный труд. Пусть семена разумного, доброго, вечного дадут благодарные всходы. Сегодня праздник и у наших родителей. Ведь именно в семье формируется личность человека. Именно в семье закладываются основы на долгие-долгие годы. Пусть успехи ваших детей станут вам благодарностью за вашу любовь и заботу. Дорогие ребята, сегодня ваш день. День последнего школьного звонка. Вы – наше будущее. Вы – опора нашей страны. От вас зависит ее развитие и процветание. Впереди очень много придется решать трудных задач, но ваша смелость, энергия и задор помогут вам в этом. Скоро у вас будут экзамены, новые экзамены. И сдавать вы их будете учителю под названием «Жизнь». В добрый путь, выпускники 2020 года.